Амброзия полынолистная. За звучным названием скрываются большие проблемы для здоровья человека. Этот сорняк признан сильнейшим аллергеном, а учитывая, в каком количестве он произрастает в столице региона, практически у каждого здания, парка или обочины, чувствительным жителям придется этой осенью непросто. Сотрудники Россельхознадзора решили взять ситуацию в свои руки. Сейчас самый пик цветения. Рейдовые мероприятия проводятся по всей республике. Выездные обследования мы начали проводить с мая месяца, по октябрь месяц будем проводить. В данный момент мы проводили выездные обследования города Назрань, города Карабулак, Малгобекский район проводили обследования. В данный момент мы находимся в городе Магасе. И во всех населенных пунктах появляется вот та же картина, которая у нас сзади находится. Потому что это территория администрации города Магаса, и все мероприятия по локализации и ликвидации данных очагов должна была проводить администрация. Или та организация, которую они должны были нанять, чтобы проводить эти мероприятия. Особое воздействие на организм оказывает цветочная пыльца, выделяемая растением в больших масштабах. Только один куст производит около миллиарда пыльцевых зерен, которые способны преодолевать расстояние свыше 400 километров. Особенно плохо она может сказаться на здоровье детей. Об этом спешат напомнить работники Россельхознадзора, увидев очередной куст рядом с детским садом и школой. 0,20 сотых. Рядом школа, детский сад. Это очень вредные, социально неприятные, это сорные растения, которые наносят вред не только сельскому хозяйству, но и для здоровья человека. Если когда здесь рядом школа, детский сад, это особенно неприятно. Без разницы. Это все виды, они одинаково наносят вред, как и в сельском хозяйстве, так и для здоровья людей. Здесь есть полынолистная, там трехраздельная, практически. Очаги амброзии виднеются буквально у каждого жилого здания или частного сектора. Удивительно, что это не мешает жителям. Сегодняшняя проверка несет профилактический характер. Инспекторы фиксируют все на фото для дальнейшего составления протокола в отношении местной администрации. В ходе сегодняшнего мероприятия, это у нас мероприятие проходит без взаимодействия с контролируемым лицом, потому что с 1 июля вступило новое законодательство, поэтому мы не взаимодействуем с контролируемым лицом. Но по этим мы зафиксировали все это, будем составлен административный протокол и направлен в администрацию, чтобы в отношении у них проводится административное дело, уведомление будет им направлено, чтобы они через 10 дней пришли к нам, и в отношении у них будет вынесен административный штраф, и чтобы они убрали вот это все. Борьба с карантинным растением в республике продолжится до октября. Удалить сорняк полностью невозможно, поэтому примерно раз в 3 недели необходимо с корнем вырывать молодые побеги. Сотрудники Россельхознадзора напоминают, что садоводы, запустившие свой участок, также не смогут избежать административной ответственности. Идрис Ижиев, Хасмагомед Масигов, Новости 24.